Представитель партии «Справедливости и развития» Омар Челик заявил, что Турция периодически требует от Китая соблюдать права уйгуров и других этнических меньшинств в Восточном Туркестане, отказаться от ограничений свободы вероисповедания, а также закрыть концентрационные лагеря. С таким заявлением Челик выступил на пресс-конференции после заседания Центрального исполнительного совета партии, которое прошло под председательством президента Реджепа Таyyипа Эрдогана. Отметив, что Турция имеет с уйгурами общие этнические, культурные и религиозные корни, Челик сообщил, что Анкара пристально следит за развитием событий в уйгурском регионе. «Мы желаем, чтобы уйгуры жили в мире и процветании. Хотим, чтобы уйгурский вопрос решался в условиях прозрачности и сотрудничества, и поэтому периодически обращаемся к китайской стороне», сообщил представитель партии «Справедливости и развития». Выступив против систематического притеснения и нарушения прав человека в Восточном Туркестане, группа уйгуров, проживающих в Турции, провела молчаливую акцию протеста. По главной улице Стамбула прошли 8 уйгуров со знаменами в руках, которые молча опротестовали концентрационные лагеря и совершаемый Китаем геноцид. Выходцы из Восточного Туркестана, чьи родственники стали жертвами китайских оккупантов, собирались провести в Стамбуле и Анкаре акцию протеста против угнетения и ассимиляции жителей региона. Однако начало второй волны коронавируса стало преградой проведения масштабного мероприятия. Согласно отчету South China Morning Post, Китай не собирается импортировать сельскохозяйственную продукцию из США, которая была заявлена в первой фазе торгового соглашения, достигнутой между Вашингтоном и Пекином в январе. За первые 8 месяцев текущего года Китай импортировал из США товаров на сумму 47 миллиардов долларов. Ожидается, что к концу года сумма закупок достигнет 95 миллиардов долларов. Согласно первой фазе торгового соглашения, ожидалось, что импорт из США достигнет 200 миллиардов долларов. Китай заявил, что Индия незаконно называет приграничный регион между двумя странами неотъемлемой частью Индии. В ходе ежедневного брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что любая реструктуризация в приграничной зоне является нарушением обязательств, взятых лидерами двух стран. Вэньбинь отметил, что Китай не признает незаконно провозглашенную Индией зону центрального правительства Ладакха. О намерении решить территориальную проблему заявил новый премьер-министр Японии Йосихиде Суга в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Журналистам Суга в частности сообщил: «Я сказал Путину, что не хочу передавать проблему принадлежности северных территорий следующему поколению и намерен решить ее». Суга также подчеркнул, что желает в полной мере развивать японо-российские отношения. Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Интурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Министр иностранных дел Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами не подлежит сомнению.